Педагоги старше 60 лет входят в группу риска, поэтому имеют право не работать, при этом сохраняя заработную плату. Однако многие из них по собственному желанию возобновили преподавательскую деятельность. Возобновление учебы ждали и в первой Сухумской школе. К своей профессиональной деятельности вернулись 8 учителей старше 60 лет. Еще один педагог работает по скользящему графику. Следуя приказу министра образования, номер 19 приказ, мы освобождаем их от работы, сохраняя, естественно, их зарплату. Но если учителя имеют желание работать, продолжать свою работу, они пишут заявление, что они берут ответственность за их здоровье на себя и продолжают работать. И так дети были оторваны от учебного процесса, они хотят мобилизовать их, а потом уже будет видно. Но пока они у нас работают. Во второй Сухумской школе 20 возрастных педагогов, и все они уже вышли на работу. За 60 у нас 20 педагогов по основным предметам, начиная с русского языка, и математики, географы, которых вообще нет, преподаватель, учитель физики, английский язык и начальная школа. Они, конечно, осознают все риски, которые часть из них переболела, но вроде бы себя чувствуют нормально. В учебный процесс уже включились учащиеся 5-11 классов. Все школьники посещают занятия по графику. Продолжительность уроков сократилась до 35 минут. Заместитель директора второй школы Алла Цугба сама находится в группе риска, но решила выйти на работу. Вышли на работу, нормально, все, работаем. Сейчас вот у нас будет совещание методическое. Мы скажем, что надо откорректировать, поскольку всего-то на 15 недель рассчитан у нас план. Будем стараться. Нагрузка увеличилась. Все-таки в день получается иногда 12 уроков. Что делать? Приходится. В 10-й столичной школе основная часть возрастных педагогов вышла на работу. Для учащихся, которых здесь больше 1000, установлен определенный график занятий. В этот график включены и возрастные преподаватели. Старше 60 лет у нас 29 педагогов. Из них 3 не вышли на работу. Но с сохранением, они написали заявление с сохранением заработной платы. На месте неработающих мы взяли временно. Временно взяли, и еще на САГУ отправили к нам студентов, и они нам помогают. И кураторами становятся те учителя, которые не вышли на работу, они им помогают. В столичных школах учителя старше 60 лет составляют около 20% педагогического коллектива. По словам начальника управления образования Станды Таркил, только 3% возрастных учителей не вышли на работу. Опытное звено, которое находится в зоне риска, они были все предупреждены, насколько можно выйти на работу. Есть у нас категория педагогов, которые старше 60 лет написали заявление с сохранением заработной платы. И поэтому администрация города Сухум обязательно изыщет возможность, чтобы оплатить замену и те, кто сегодня находится на самоизоляции. У нас уже готовятся списки при получении заработной платы. То есть на какое-то короткое время, конечно, наши учителя, которые были в зоне риска, которые боялись, остались дома. На замену тоже стоит вопрос оплачивать, и плюс те, кто остался дома. На сегодняшний день во всех образовательных учреждениях столицы соблюдаются необходимые санитарно-эпидемиологические предписания. Даже нашу съемочную группу, несмотря на то, что мы все были в масках, в школу запустили, лишь измерив температуру и обработав руки санитайзерами. Эсма Гуланзе, Саида Гухава, Абхазское телевидение.